Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Исянмесис, херметы дуслар. Здравствуйте. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях уникальный человек нашей республики. Встречайте, Флюрапа Калмурзина. Исянмесис, Флюрапа. Я очень рада. Я, Руслан, хочу подарить тебе традицию. Это мой каталог творческих работ. Так что тут Эбиволь выпустили книгу «Все мои работы, творчество». По 11 профессиям я работаю, и все в этой книге запечатлено. Так что... Уникальный человек, 11 профессий. Большое спасибо за этот подарок, с удовольствием просмотрю этот каталог. Флюра Анасовна Калмурзина, мастерица народного промысла. Родилась в 29 году в поселке Булгар Белярского района Татарской АССР. В 1953 году окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета. Работала преподавателем истории, обществознания, эстетического воспитания в башкирских селах и Уфе. В 70-м году переехала в Казань и до пенсии преподавала в ТУ-50. Сегодня Флюрапа является известной на весь Татарстан рукодельницей, очень энергичной, светской женщиной с разносторонними интересами. Она занимается изготовлением головных уборов, вышивкой по шелку и бархату, изготовлением кожаных подушек и панно, изготовлением национальной одежды и одежды для кукол, а также живописью и бисероплетением. Расскажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами будем готовить? Меня очень тронуло то, что вы меня пригласили испечь пирог. Вот я по гостям часто хожу, и там всегда подают лимонный пирог. И вот уже несколько лет я пеку пироги из лимона. Сегодня я хочу лимонный пирог, и если время останется, еще очень любят и мои внуки, и правнуки, и мои друзья плюшки с маком. Вот я, если хотите, вот это две вещи приготовлю вот для вас. И мы начнем это прямо сейчас. Итак, начнем готовить лимонный пирог. Так, тесто я приготовила. Вот тесто это дрожжевое. Значит, сюда мы делаем муку, как всегда. Здесь вот тесто мы делаем так. Это нижнее, это среднее, а это крышка. Так, крышка. Вот так. Вот теперь это вот на низ пирога, главный. А второй слой немножко будет тоньше. Флюрапа, дайте мне, пожалуйста, задание. Я не могу вот смотреть на вас и ничего не делать. Вот лимоны надо очистить от корки, но немножко оставить. Так. Цедра очень полезная. И вообще можно не выбрасывать. Заливать водой и потом запивать. Вот они, настоящие наши пенсионеры, ничего не выбрасывают. А какие блюда вы еще готовите, Флюрапа? Расскажите нам, кроме лимонного пирога. Ну, я готовлю манты, например, для гостей. У меня традиционные. И так как я преподаватель эстетики, истории, я очень люблю Восток. Ездил, когда вышел на пенсию, даже еще до пенсии, я ездил в Ташкент. У меня там родственница 1 год. И там угостили меня мантами. И вот с этих пор, с 80-х годов, я дома готовлю манты. Ваше детство давайте вспомним, Флюрапа. Вот мне кажется, это же время было войны, начало войны, как раз Второй мировой. Как там обстояло дела-то с кухней? Знаете, что? Наверное, никак? Нет, я хочу сказать, у меня мама не работала, но годы войны она устроилась уборщицей. Я хочу сказать, трудно было. Началась война, в 5 классе училась. Несмотря на то, что в 5 классе училась, я уже
то есть помогала маме в вышивке. Мы вязали перчатки с одним пальцем для войны. Мама вязала, я научилась. Вот поэтому рукоделием я занимаюсь с 5 класса. Уже с 5 класса? Уже с 5 класса. Это первая профессия? Это первая. И самая любимая, наверное? Ну нет, перчатки я сейчас уже не вижу. Это тогда было. Ну, годы войны тут трудно сказать. Все мне рассказывали, что и гнилую картошку, не гнилую, а мерзлую картошку с поля мы, это 42-й год был. И мы собирали эту картошку, мама их чистила, толчла и блины. И вот помню мамины слова, она сказала: дети, мы сейчас не умрем. Так, Флюрапа, у меня лимон готов. Так, косточки теперь... я, кстати, вынул уже все. Ой, молодец. Как мы будем делать начинку? Так, знаете что, так как я очень древняя, и у меня мясорубка древняя, это мясорубка Это раритет. из Башкирии. Вот она килограмм 5, наверное. Вот я сейчас пользуюсь ею. Даже ценник остался 4 рубля 47 копеек. Вот, пользуюсь и сейчас. Ой, хорошо работает. Сейчас проверим, сейчас мы его установим и проверим. Нет, работает хорошо. И вот этот лимон проворачиваю через мясорубку. Флюрапа, проверьте, пожалуйста, все установлено. Все, как надо. Как надо, все. Так, и сейчас я делаю лимонную начинку. Так, что у нас происходит с пирогом? Пироги сделала. Сейчас Так, это первый слой. Сковородку нужно. Так, мы ее смажем с маслом? Смажем. Так. Смажем с маслом. Ух ты. Чуть-чуть? Ага. Ну, канат, бля. Канат, но это у нас все же, мы же готовились к встрече с вами. Все по-настоящему, как в татарской кухне. Флюрапа, есть у меня такой вопрос. Вот вы всю жизнь проработали учителем. Это с детства была у вас мечта стать учителем? Да, после, наверное, с детства. Ну, когда кончил 10 класс, там было объявление в Казанском университете отделение логики и психологии. Это, открывается отделение логики и психологии. И я решила, почему-то вот такая была, хотя, можно сказать, в деревне росла, почему-то меня тянуло что-то новенькое. И я подала заявление в университет на отделение логики и психологии. Это было 1948 год. И поступила я на это отделение. Но дело в том, что отстаешь. Я отстаю. Да. Ну и вас так приятно слушать, понимаете, я все слушаю. 43-й год, сейчас уже 48-й. 48-й. И вот 2 года проучился на этом отделении, и потом это отделение расформировали, перешли эти логики и психологи на историков и литераторов. Я перешла к историкам. И через месяц зашла в кассу, где дают стипендию. И вот еще хочу сказать. Вам еще стипендию платили? А как же? Нет, а не то, что платили. Я на стипендию жила. Я на стипендию ходил в театр, я на стипендию маме 1 год платье купила. Дело в том, что папа у меня редактор, получал 900 рублей. Я студентка, получала 200 на 1 курсе, на 2 220, на 3 260 и так на последнем 280 рублей. И у нас была университетская столовая, там где на Чернышевском была университетская столовая. Мы там в столовой питались. А на последнем курсе мы так шиковали, что мы ходили в Кремль на там депутаты. В депутатскую столовую она называлась. Депутатскую столовую. А там было дешево. И мы, студенты 5-го курса, ходили в Кремль. И там, кушали рядом с депутатами. Ну, я не помню уже это. Но то, что мы ходили кушать за эти же деньги. Вот сейчас молодежь не верит. Мало на стипендии жила. В театр ходила, и можно сказать... Флюрапа, сейчас молодежь просто по-другому тратит, они не умеют. Не умеют жить на стипендию. Так, у нас готова начинка. Да, Всё. Подожди, не все. Что осталось еще? Это очень горько. Надо добавить курягу. Обязательно горечь. Чтобы убрать горечь, да? Да. И нет, и потом сахар много. Где сахар? Так. Еще сахар. Пожалуйста. Это не так. Итак, Флюрапа, я добавил курягу к нашему лимону, и остается добавить сахар. Сколько добавляем сахара? 5-6 ложек. Почему? Потому что все-таки 3 лимона – это очень много. Очень горько будет. Сахара у нас много. Так. 3, 4. Это уже 5.
Да, нет, и 5 давай, еще. Еще одну. Все, Так, достаточно. теперь размешать. Так. И, кстати, нам нужно еще один слой сделать из теста. Да, еще один. Вот я делаю еще один сочень для второго теста, для второго слоя. Флюрапа, мне сегодня подарили замечательный ваш каталог с вашими работами, и я увидел там очень много красивых картин. Там есть. Давно начали рисовать? Я начала в 2004 году. Как это случилось? Когда мне было 75 лет, из журнала «Сюмбике» пришел фотограф, меня снимал и говорит: чем бы, Флюрапа, вы еще начали бы заниматься? Я тогда начала бисером работать, у меня уже работа была. Он снимал. Я бы хотела рисовать. Я сказала ему, это 2004 год, да, и потом, а когда по телевидению стали «Жизнь, вышитой бисером» в 2004 году, фильм сняли обо мне, и там показывают краски, показывают кисточки. А мне, думаю, господи, я сказала, так давайте я тогда и рисовать начну. И вот, а тут объявление. Дома русского фольклора открылся кружок. То есть вы пошли на художественный кружок? Я пошла Так, на я, кружок. кстати, быстренько пока начну Только не выкладывать. всё. А Тут половину? Да, потому что очень... Потом не завернешь. Половину только. Сколько вы учились вот на эту профессию художник? Я учусь сейчас. До сих пор? 6 персональных выставки были же у меня. Но персональные выставки у меня не только художественные. Я же и тюбетейки, колфаки, камзолы. Так что теперь вот это, мне сейчас это закрыть. Да. Вот это второй слой, он очень тонкий. Должен быть тонкий. Так. Выкладываем. Даже не защипливаем. Вот. То есть просто оставляем его? Просто оставляем. Так, А и это... из чего мы будем делать второй слой? Второй мы будем делать из чернослива. Вот тут я тоже добавила сюда курягу, чернослив. Ну, можно еще ложку лимона добавить. Так, и сейчас мы делаем Крышечку. Крышечку. Вот крышечку делаем. Дело в том, что так как я историк, кончила русскую школу, русский университет, да, тоненький, если можно, тоненький слой. преподавала. И во мне, и в одно прекрасное время у нас был язык такой, я уже назвала, как не знаю, единый. Не будет ни русский, ни татарский. Вот и когда я учился в университете, уже такая идея была, что не будет одна нация, будет, и будет один язык. И поэтому во мне было в основном такое русское, не было ничего вроде татарского. В основном я общалась по-русски. И в 80-х годах как стукнуло, я же татарка. А стукнуло почему? Моя подруга в Ленинграде живет. Когда я приехала в Ленинград, она собрала татар ленинградских, и они стали татарские песни петь. И настолько в 2-3 столах мы были, домах были. Я думаю, ну что такое, я в Казани живу, у меня нет такой компании. Это было начало 90-х. А когда вот суверенитет отметили, я уже, конечно, нашла больше, чем нужно. Татар друзей не нашла, они сами себе рождаются. Я же и преподаю, я и занимаюсь в кружках. И вот сейчас у меня устойчивая татарская группа, ну, в смысле и русская, и татарская, но когда татарская группа, так как и в Ленинграде, мы поем татарские песни. Флюрапа, у нас практически готов уже лимонник. Остается закрыть крышечкой, все это защипать, я вам это доверяю. Да, я это закрываю. Так, пользуясь случаем, позвольте, пожалуйста, продемонстрировать нашим зрителям одно из ваших увлечений. Это кожаная мозаика. И есть у нас сегодня здесь в студии 2 изделия прекрасных. Просто это сумочка, вышитая лично Флюрапой, и вот такая подушка замечательная. Да. Кто вас научился? Скажите, пожалуйста. Это очень трудная, то есть длинная история, хочу сказать. Когда я вышла на пенсию, я заинтересовалась кожаными подушками, кожаными изделиями. И на свою первую пенсию 120 я купила ичики татарские. И мне так это было интересно. Думаю, а как это делается? Я поехала в Арск.
Там была фабрика. Зашла к директору. Я говорю, а можно научиться? Они говорят, ну заходите в цех. Я зашла в цех, и дали мне мастера в руки кожу, иголку. Я позанималась, набрала там остатки кожи, пришла домой, но пришла домой и забыла. Не то, что забыла, это с одного раза. Правда, я 2 раза ездила. С одного раза не получается. И потом, когда на выставке, у нас в Казани очень много частных, и 40-го училища выставляют эту кожаную мозаику, я познакомилась с Татьяной Шилинцевой. Такая милая девушка. И я к ней подошла, я говорю, ой, я так хочу научиться окончательно кожаной мозаикой. И мы начали, она меня персонально научила, как вышивать вот это, из кожи делать. Ну, это прекрасный подарок, мне кажется, на любой праздник. Так, у нас остался финальный момент. Сейчас нужно... Это что сделать у нас с А мы пирогом? сейчас яйцом намазать. Так, и одно яйцо. присыпать. Мы берем сок, да? Так, ну немножко, ну и пусть и эти. Вот все, хватит. Достаточно. Теперь Сахар. сахар и, Так. и мука. И мука. И мука. Так. Сейчас я сначала смажу. Это смазать, мука сюда. А где мука? Так, мука, пожалуйста, добавляйте. Сколько мы готовим пирог в духовке? Полчаса. То есть полчаса достаточно? Да, полчаса. У меня полчаса. Но я смотрю, вот узор вы сделали прям. Да не, Все-таки видно, что на кухне каждый день флюра побывает. Да, ну да. Вот, например, я дни рождения провожу. Каждый раз новый пирог. Это не трудно. Мне легче пирог сделать, чем картошку сварить. Так что я так и говорю. Так. Ну вот пока мы говорим, он уже готовый будет. Теперь пирог готов. Мы сегодня его в печку. Правда, у меня не такая печка. Но это у нас современное. Итак, отправляем лимонный пирог от Флюрапы в духовку на 30 минут. Ну а пока лимонный пирог готовится, мы после небольшой паузы будем готовить плюшки с маком. Лимонный пирог. Дрожжевое тесто разделили на 3 части и раскатали. На сковороду, смазанную растительным маслом, выложили первый пласт теста. На него положили начинку из провернутых через мясорубку лимона и кураги. Далее выложили второй слой теста и начинку из чернослива. Пирог накрыли последним пластом теста, защипали края и поставили в духовку на 30-40 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем готовить, и сегодня у нас в гостях очень талантливый, уникальный человек, которому совсем недавно исполнилось всего лишь 86 лет. Флюрапа! Флюрапа здесь готовит. Мы вообще наслаждаемся ее компанией сегодня, да. Первое блюдо, лимонный пирог, у нас уже в духовке. Сейчас она поделится рецептом приготовления плюшек с маком. Итак, тесто есть, мак у нас есть. Теперь масло подсолнечное. Подсолнечное масло, пожалуйста. И Но- кисточку. Кисточку, наш любимый канат. Прошу вас. Ну и пока у нас была небольшая рекламная пауза, вашему вниманию, уважаемые телезрители, мы представляем коллекцию, которую лично своими руками вышила Флюрапа, и это вышивание бисером, да, если я не ошибаюсь? Вышивание бисером. Кто вас научил этому ремеслу? Это вот опять связано с... Если я рукодельницей, я давно занимаюсь. А бисером 90-е годы, когда объявили суверенитет, начали вышивать тюбетейки. Я ходила на кружок на улице Баумана, был кружок там. И вот на этом кружке нас учили, как вышивать тюбетейки и колпаки. Поэтому я по сегодняшний день вышиваю и камзолы, и тюбетейки, и фартуки, и все, и варежки, даже варежки, вот, с которым хожу. Так, Можно кстати, я, позвольте, с вашего позволения, лично в руки возьму куклу, которую вы к нам принесли в студию. Да. И, кстати, про плюшки мы не забываем, что мы сделаем с ними. Да, ну сейчас, теперь сюда еще сахар мы Так, делаем. пожалуйста. Извините, я, в основном все татарские женщины работают руками, я работаю руками. Руки чистые. Вау, Флюрапа, да здесь, посмотрите, какие, уважаемые телезрители, сапожки. Это тоже ваша работа? Сапожки это дело Таня, которая моя учительница. Мне надо было срочно эту куклу к дню рождения. Она меня научила. Я тоже делаю сапожки. Но эти сапожки делала Таня Челинцева. Так, Да. что мы делаем дальше здесь с плюшками? Теперь мак. Мак, пожалуйста. Вот.
А вот мак. Флюрапа, как зовут куклу, которая у меня в руках сейчас? Это Майсара. Майсара? Это Майсара. Вот понимаете, так этот облик. Вот надо, чтобы вот так. Колпак, вот так. Вот. Я знаю, что вы называете куклы очень именами такими известными. Это не та Майсара с пьесы «Голубая шаль». Да, пьеса Тинчурина «Голубая шаль». Кстати, вот одна из пьес, которая не имеет на конца. Это пьеса «Зянгер-шаль». Каждый год татарский театр начинает с «Зянгер-шаль». И там вот прекрасные девушки. Вот их одежда. И вот это уже у меня несколько. Одна Майсара ушла в Америку. Вот приехала, мать у нее в Казани живет. А она приехала в Казань, увидела вот эту мою куклу и увезла в Америку и сказала: я в Америке показала твою куклу. Прекрасный подарок для любого Да, у меня татарина. И не только. 19 кукол дома. Так, подождите, мы сейчас про плюшки-то забыли. Вы мне скажите, как мы сейчас все закручиваете? Мак мы сейчас насыпали. Это последний слой. И вот делаем мы рулет. Вот Так. такой вот рулет. Защипываем. Так. Теперь берем нож. Так, пожалуйста, ножик здесь. Я приготовил противень. Да, Смазываем маслом его. Да. Вот. Так. Маслица. Но это очень, знаете что, для любой хозяйки это очень быстро и очень вкусно. Вот мы сделали рулет, и этот рулет мы разрезали на ломтики. И вот чтобы сахар и не потекло, мы Защипываем с одной стороны. с одной стороны. Так. И там, где защипали, кладем на противень. А вы заметите, какая получается красивая розочка? Да, а когда они поднимутся, еще красивше будет. Так. Я думаю, сколько в духовке? Достаточно будет минут 15-20? 20 Ой. 20 минут. Сплошная красота сегодня у нас на кухне. Ну и одно из самых узнаваемых увлечений Флюрапы, она шьет татарские платья, Да, костюмы. кульмяк. И сегодня она принесла настоящий татарский кульмяк к нам в студию. И после того, как все у нас приготовится, мы этот кульмяк лично посмотрим. Камзол. Камзол сегодня будет. Камзол. Поэтому, друзья, все самое интересное впереди. Плюшки с маком мы также отправляем в духовку, и все вместе будем пробовать через 15-20 минут. А смотри, пойдем сюда. Ой! Плюшки с маком. Дрожжевое тесто раскатали в тонкую лепешку. Смазали растительным маслом, посыпали сахаром, маком и свернули в рулет. Готовый рулет разрезали на небольшие кусочки, защипали с одной стороны, выложили на противень и выпекали в духовке 20 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, фотографируйте их и делитесь своими кулинарными секретами. Флюрапа, я думаю, вы не раз наблюдали финальный момент нашей программы, когда все уже готово, Да. гость стоит и сейчас все это будет кушать. Очень интересно вы пробуете. И думаю, хорошо или нехорошо, все равно хвалите. Но я думаю, что тут, наверное, будете хвалить, потому что на вид вкусные. Да тут уже такой аромат стоит от ваших пирогов. Но и перед тем, как мы все это попробуем, кстати, светлый чай с молоком татарский у нас тоже уже готов. Вот буквально пару слов, вот смотрю на ваш костюм, который тоже сделала Флюрапа сама. Это камзол настоящий татарский и замечательный головной убор. Наверху, я смотрю, здесь еще и норка. Вот когда мы научился работать бисером, то я решила делать и камзолы. У меня есть книга Аминова «Татары в Петербурге». И вот оттуда форму камзола я взяла с этой. Снимок был 902 год. И все это вы потом посмотрели и сделали сами. Да, и эту форму я оттуда взяла. А бисер, конечно, я сама выдумываю. Ну а сегодня мы пробуем ваше кулинарное творчество. Я предлагаю начать с лимонного пирога. Да. Как все-таки руками, Дань, по-татарски? Руками, только руками. Так, в одну руку Как- чашку чая. Я даже учу всех манты руками, потому что больше съешь и вкуснее. Бисмилля рахман рахим, и Флюрапа, я не могу больше ждать. Ладно, я тоже чай попробую. Должно быть вкусно. Хочется процитировать слова нашей песни «Татар хала вашлара, бик тамли хам файдала». Эйе. Очень вкусный пирог. Ага, наверное. Все магазинные версии этого пирога отдыхают. Ага. Вот он, настоящий домашний татарский лимонник. Да. Ну и
плюшку с маком попробовать. Позвольте, я тоже попробую. Обязательно, обязательно. Вот так вот я люблю ее разламывать. Да. И самое сладкое, мне кажется, это вот серединка. Ну, это одна форма, а это другая форма. Это мама мне делала так. Я очень люблю мучное, поэтому здесь только остается похлопать. Биг-тамне. Но плюшки, вот, что мне понравилось, рецепт очень простой, но украшает любой стол. Флюрапа, и от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я хочу вручить вам подарок. Новая посуда линии Палитра. Это уникальное цветовое решение. Толстостенный корпус и новое современное антипригарное покрытие. Так и хочется поскорее взять в руки эту посуду и приготовить что-нибудь вкусненькое. Флюрапа, в конце нашей программы я хочу сказать от всей нашей редакции, от меня лично вам большое спасибо, Бигзур Ахмед, за то, что нашли время, силы прийти к нам в программу и накрыть такой стол. Бигзур Ахмед, сизга. Нет, а вам большое спасибо, что меня пригласили. Я каждый раз смотрю вашу передачу, Руслан, и всегда любуюсь. Думаю, но там поют композиторы. Я говорю, наверное, меня никогда не пригласили. Думала, никогда меня, что я могу стряпать да вышивать. Ну, спасибо за приглашение. Человек, с которого надо и нужно брать пример, был сегодня у нас в гостях. Очень талантливый, уникальный человек. Флюрапа Калмурзина. Бигзур Ахмед, сизга, он вышла. Спасибо. На этом мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. До новых встреч. Сау, Пока-пока. Спасибо.